Якуб Чанышев – герой сразу 3 войн, 2 мировых и гражданской, один из 2 советских генералов-татар времен Великой Отечественной войны. Он родился в 1882 году в татарской деревне Тукаево Уфимской губернии. Работал истопником в школе, где подслушивал уроки и получал знания, после Казанское военное училище. Окончив его в 20-х в составе стрелковой бригады, сформированной преимущественно из татар, уже подавлял восстание группировок басмачей в Средней Азии. После встречался с Лениным и обсуждал создание ТАССР. В 24-м вернулся в Казань и стал командиром 1-й Казанской дивизии. На этих уникальных кадрах его воспоминания, как в Казани устанавливалась советская власть. Первые совещания большевиков в Казани, где Виктор Александрович прочитал телеграмму Владимира Ильича Ленина, где было сказано: полное недоверие, никакой поддержки Временному правительству. Великую Отечественную войну прошел от первого до последнего дня. Начал под Москвой, закончил в Берлине. За храбрость и умелое командование получил 22 ордена и медали Советского Союза, 4 польские награды и высший орден США, орден Легион почета. Свою жизнь он не представлял вне татарского народа, его культуры и традиций. Любил поэму Кулгалик Исаи Юсуф, музыку Сайдашева и почитал талант Галии Кайбицкой. Генерал Гани Сафиуллин – герой Советского Союза, уроженец села Старый Кишит Арского района. В 1927 году был призван в ряды Красной армии и принимал участие в подавлении басмачества. Великую Отечественную начал с должности командира стрелкового полка, через год стал командиром дивизии. Принимал участие в Курской битве, руководил боями в битве за Днепр. За его необычную тактику совершать внезапные ночные атаки немцы буквально ненавидели Гани Сафиуллина. Он мгновенно разрывал оборону и брал пленных, включая генералов. За умелое командование, мужество и героизм Гани Сафиуллин был удостоен звания Герой Советского Союза. Выйдя в запас, жил и работал в Казани. В октябре 1967-го именно он нес вечный огонь, чтобы зажечь его у мемориала в парке Горького. Сегодня именем героя названа одна из улиц Приволжского района Казани. В деревне Иске-Кишит Арского района, в доме, в котором родился и вырос генерал, открыт музей. Еще при жизни генерала Махмута Гареева татары всего мира называли просто «наш генерал», военачальник, военный теоретик и историк, президент Российской академии военных наук, родился в Челябинске в татарской семье. Свой воинский путь в 1941-м начал в Ташкентском пехотном училище и в этом же году попал на фронт Великой Отечественной войны. Командовал ротой, оборонял Москву, воевал на Белорусском фронте. После войны долгая служба в вооруженных силах Советского Союза. Сохраняя историческую память, Махмуд Ахметович сумел найти документы, подтверждающие подвиг Мусы Джалиля и его соратников в гитлеровских застенках. Он часто давал интервью нашему каналу, свободно общался на татарском и всегда гордился Татарстаном. Из всех областей республики является ведущей сейчас. Много сделано. Хорошее надо беречь, а плохое надо изживать. Аллах бережет, будем жить хорошо. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.